Здравствуйте, друзья! Вот и закончились праздники, которых у нас в принципе и не было. Спасали, работали, оперировали. 2 самолета в Питер с кошками, 4 кошки в Москву, 1 собака из Краснодара в Москву, 1 собака из Якутска в Москву прилетели. Отправки 5 в Европу. Это были праздники. Устала, нервно и грустно. Но спешу сказать, что щенок из сугроба, за которого вы все переживали, заболевший, пошел в итоге на поправку. Уже начал сам есть. Уколы доделывают. И, в общем, все у него хорошо. Кому будем сейчас уколы ставить? А? Кому будем сейчас уколы ставить, да? Да, будем уколы ставить. Вот. Будем сейчас уколы ставить. Да? Это по щеночку. Чарлика краснодарского приехавшего тоже кастрировали. Хоть что-то хорошее. Чарли. 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 Но не все хорошо у нас. Теперь о грустном. Видимо, не только люди сходят с ума в наше время. Наблюдаю, что и с собаками что-то не то. Стали беспокойными, стали драться между собой. Даже друзья, даже те, кто вполне дружил. Даже на 10 минут нельзя оставить одних. Покажи. Ухо выдирай. Уха нет. Вообще нет. Нельзя даже сходить за сеном за угол, чтобы разложить им же. Учиняют драки. Крышу сносят. Да, им скучно. Да, возможно, надо выгуливать не только выгульники. Им бы где-то набегаться в поле, чтобы устать. Но это невозможно. Я не знаю, на что подумать и что они между собой делят. А что же будет, если у нас не будет корма? Ведь такое тоже бывает. Перегрызутся тогда все? Им по домам надо, по семьям, где их будут любить, выгуливать, наглаживать, где нет стаи сородичей и нет тоски от вольерной жизни. И каждая нуждается в семье. И вот итог. Разодрались, пока хозяйка ходила им за сеном. Буквально отсутствовало 10 минут. По поводу зашивания. Все это будет происходить в несколько этапов. Сначала первичная обработка. Как вы видите, в ране много свободных лоскутов и просто множественные кусанные раны. Зашить сейчас равно просто, что это все сгниет. Сейчас продолжатся все эти местные обработки каждый день. И принимаем решение, опять же, посоветуемся с другими хирургами, когда все это можно будет, может быть, даже не зашить, но, по крайней мере, начать удалять некротизированные ткани, потому что все эти лоскуты, они не приживутся. Я боюсь, что рана там будет просто одна огромная. По поводу уха, оно оторвано, ушная раковина на месте, и, скорее всего, она нормально сохранится, и все там. Сначала на обработках, на повязках, и дальше повторная хирургическая обработка. Друзья, состояние Луны плохое. Ее ввели в наркоз, чтобы всю сбрить, оценить масштабы бедствия. А масштабы огромные. Температура под 40, ухо все оторвано. Море крови. Кожи на черепе нет. Зашивать нечего. Сорболгоновые накладки, ежедневные обработки не медсестрой, а хирургом. И пока только под седацией. Собака на капельнице. В стационаре. Анализы каждые 2 дня. 3 антибиотика. Не допустить сепсис. Честно говоря, руки опускаются. Бороться за них, спасать, создавать условия, стараться, много сил, нервов уходит. А приходишь вот к такому. Друзья, я прошу вашей помощи, так как пациент тяжелый и большой, то все процедуры с анализами, лекарствами, обработками хирургом обходятся 20 000 в день. Чеки, конечно же, будут, но пока оплачивать нечем. Помогите. Больше мне сказать нечего.